Как вам известно, что 2 сентября лидер парламентской фракции Бюйтун-Кыргызстан, действующий депутат Жогорку Кенеша Мадумаров Адахан Кимсабаевич, наш коллега, был с грубейшими нарушениями задержан спецназом МВД Кыргызской Республики вместе с несовершеннолетним ребенком. В этот же день он был заключен в СИЗО ГКНБ до 24 октября текущего года, и ему предъявлено обвинение по статье 223 части 1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики «Государственная измена». Тот факт, как был задержан лидер нашей фракции, говорит о том, что насколько четко у нас соблюдается Конституция, законы, Уголовно-процессуальный кодекс, Уголовный кодекс и все законы Кыргызской Республики. Если отметить особо, хотелось бы то, что мы с вами в 2022 году в марте рассматривали первое представление генерального прокурора по этой статье, по госизмене, и мы тогда отказали. Наш парламент принял решение, отказано было в привлечении к уголовной ответственности. Но спустя буквально полгода было внесено новое представление, и вы знаете о том, что тогда уже статья была совершенно другая. Речь шла о том, что мы рассматривали представление, занималась специальная комиссия, и там мы дали согласие, то есть парламент дал согласие на то, чтобы его привлекли к ответственности за превышение власти. Вопроса о госизмене не было. На сегодняшний день это постановление Жогорку Кенеш в силе. Но что происходит? Как так получилось, что заместитель генерального прокурора, не генеральный прокурор, как тому регламентировано законом, что депутату обязан предъявить обвинение только лишь генеральный прокурор. Но генеральный прокурор сам не стал предъявлять обвинение, а поручил заместителю. И предъявили обвинение совершенно по другой статье, по тяжкой. Это о чем говорит? Это говорит о том, что сегодня в этой же шкуре может каждый из вас оказаться. Сегодня можно предъявить обвинение, генеральный прокурор принесет представление по одной статье, а завтра вам добавят и убийство, и коррупцию, и все остальное. Это о чем? Говорит о том, что у нас наше постановление, документы юридические не имеют никакой силы. Их можно менять по настроению, в угоду кого-либо. И такое положение и такой вопиющий факт, он не должен быть. Я не буду говорить о юридической стороне того документа, который мы рассматривали. Протокол, подписанный Мадумаровым, будучи секретарем Совета Безопасности, мы все с вами подробно изучили. Имеет он юридическую силу, не имеет юридическую силу. Здесь все присутствующие четко знают, что на сегодняшний день этот документ не имеет юридической силы, это все признано. Но поднимать факт 14-летней прошлости, прошлое, то, что прошло все мыслимые и немыслимые сроки давности, и говорить о том, что необходимо так жестко, варварски задерживать, знаете, я вам хочу сказать, что вы, наверное, тоже слышали и в печатях, и, может, кто-то из юристов наших прекрасно знает, когда задерживают ОПГ, то... Поверьте мне, спецназ, когда задерживают, никогда членов семьи не задерживают. Не трогают ни детей, ни жен. А как так получилось? Мадумаров вышел на улицу вместе со своим несовершеннолетним ребенком, 13-летним ребенком. И их двоих спецназ задерживает и увозит. И ребенка 3 часа продержали в ГСУ МВД. Как задержанного. Это нормальное явление? Мне кажется, это вопиющий факт. Это вопиющий факт не только, как говорится, нарушение всех мыслимых и немыслимых мер, но дело в том, что надо еще и отметить такой момент, что Мадумаров ни разу за время нахождения в отпуске ни разу не был приглашен повесткой. Ему даже и не выписывали повестку. И не было ни одного телефонного звонка о том, чтобы он пришел в следственные органы.
за территорию Кыргызской республики, за территорию города Бишкек Мадумаров за 2 месяца никуда не выехал. Он все время находился в ожидании, когда же придут следственные органы, и мы продолжим работу. Он сам неоднократно, многократно говорил здесь, с высокой трибуны, о том, что он заинтересован, чтобы этому делу была поставлена точка. Он готов был сотрудничать с следственными органами, он не избегал ответственности, он четко понимал свои функциональные и обязанности, и он понимал о том, что он является лидером фракции, оппозиционной фракции, и он понимал о том, что он является действующим депутатом, и он понимал о том, что у него есть семья, дети, и он понимал ответственность перед обществом. Но как произошло? Вы сами видите. Позорный факт, маски-шоу. Это что такое? В народе называют это правовой беспредел. Это допустимо в нашем обществе? И знаете, хотелось бы отметить такой еще момент, о том, что у нас в Конституции четко прописано о том, что мы являемся, что Кыргызстан – это демократическое, правовое, светское государство. Но давайте слово «правовое» исключим из Конституции. О каких правах мы можем говорить? Если за высказывание критики или за высказывание замечаний и так далее, что нас будет вот так вот все вице шельмовать, министры шельмовать, такие комментарии оскорбительные давать, что мы, оказывается, не имеем права ничего. Не выступать мы только, оказывается, имеем право нажимать на кнопки. Мы не имеем права высказывать свою позицию. К чему это приводит? И все опять, говорю же, забывают о том, что прописано в Конституции. Если мы сами не будем соблюдать нормы Конституции, зачем нам вообще нужен этот закон? Может, стоит вообще его уничтожить? У нас законы написаны для одних, но они не действуют вообще совершенно формально. Вы понимаете, если это происходит в отношении лидера фракции, если это происходит в отношении политика, народного избранника, то что говорить в отношении простого нашего народа? Не знаю, вот многие через себя пропустили, находясь в местах лишения свободы. Многие знают, многих родственники кого-то это было задето. Но вы видели, насколько там все находятся бесправно. Насколько, почему огромный поток жалоб и критики в адрес судебной системы. Почему так происходит? А потому что судебная система существует отдельно, законы, Конституция, Уголовно-процессуальный кодекс, Уголовный кодекс, они существуют отдельно, они параллельно. Наши правоохранительные органы о существовании их вообще не знают, а судьи вообще закрывают глаза. Они чем апеллируют? Они апеллируют лишь только какими-то политическими доводами, какими-то заказами. Разве мы можем сегодня сказать о том, что наша судебная система независима? Зависимо еще как. Если происходят такие моменты в законе, в статье 114 Уголовно-процессуального кодекса, в части 5 четко написано, что лицо не может быть задержано под стражу, применена ему мера пресечения под стражу, если дело, уголовное дело имеет сроки давности. Там четко прописано, если оно подлежит прекращению, дело подлежит прекращению. Дело не подлежит вот так вот рассматриванию и расследованию. Мы же говорим об этом уже неоднократно. Но эти нормы прописаны для кого? А потом, чтобы задержать вот так вот человека, любого гражданина, нужны же основания. А их всего 4 в законе прописано. Ойыңызды жиынтықтаңыз, 30 секунд. Рахмат. Уважаемые коллеги, я понимаю о том, что вопрос очень серьезный. И я думаю, что, Нурлан Тургумбекович, мы знаем о том, что вы в самом начале говорили, что очень справедливый и объективный спикер будете для нас. Поэтому я призываю вас в кратчайшее время на сессии поднять этот вопрос, пригласить всех руководителей правоохранительных органов и судебной системы и рассмотреть этот вопрос в рамках закона. И еще хотелось бы заявить о том, что... Рахмат. И еще хотелось бы отметить о том, что
наша фракция «Бетон Кыргызстан» сейчас переживает не лучшие времена, и вы прекрасно об этом знаете. Но я думаю, что несмотря на то, что произошло, мы будем также проводить ту позицию, мы остаемся оппозиционной фракцией, мы будем требовать от всех государственных органов, от всей государственной машины четкое исполнение законов Конституции Кыргызской Республики и справедливое отношение к гражданам Кыргызской Республики. Честь и достоинство никто не имеет права попирать и уничтожать. И ни одним решением суда, поверьте мне, этот вопрос не рассматривается так. Давайте друг друга уважать, уважаемые коллеги. Давайте все-таки биться за то, что наши граждане не должны оказываться в таком положении. Спасибо большое.